Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз с 27 января по 3 февраля 2020 года для раков. Посмотрим работу, отношения, финансы на Таро, и на цыганском оракуле посмотрим совет. Давайте достанем карту общую, главные события, то, на чем мы будем концентрировать свое внимание на этой неделе. Итак, выпадает карта «Влюбленный», старший аркан. Две карты на отношения. Это для тех, кто в паре, для тех, кто ищет партнера. Три карты на работу для тех, кто стабильно работает, для тех, кто ищет работу, и для тех, кто имеет свое дело. И карта для финансов. Старший аркан «Влюбленные» может говорить как раз напрямую о встрече с человеком, который действительно может стать вашей судьбой. Также могут быть какие-то очень важные решения приняты, какие-то договоры важные подписаны, какой-то выбор очень важный будет принят на этой неделе. Причем карта старшего аркана говорит о том, что время пришло, и это событие обязательно должно произойти. Вообще, карта «Влюбленные», она может касаться не только людей, которые приходят в нашу жизнь и которые нам близки. Она также может касаться и работы, когда заключаются какие-то важные договоры, когда приходит решение каких-то важных вопросов. Причем есть обязательно в этом посредник, человек, который занимает высокое положение, либо это люди, которые способствуют заключению каких-то важных соглашений, договоров. Это также может быть помощь и самой жизни, да, то есть обстоятельства складываются соответствующим образом, открываются для нас какие-то возможности, перспективы и так далее. Карта также говорит о том, что может быть какое-то соперничество, может быть даже примирение каких-то людей, которые вообще никогда не могли договориться, да, то есть вот здесь очень разные могут значения быть у этой карты, но в любом случае это всегда выбор, это всегда благословение на какое-то важное дело, то есть смотрите, что для вас важно, и карта говорит о том, что вам пришло время, значит, начинать на этой неделе какую-то новую жизнь, да, вот это действительно карта, когда приходится делать выбор, оставлять что-то в прошлом и начинать брать на себя какую-то новую ответственность за себя, за других людей, и вот наша жизнь выходит на совершенно другой качественный уровень и уже не будет иной. Вообще карта в таких тонах очень легких, светлых. Здесь много голубого, белого, зеленого цвета, да, здесь вот действительно все, что связано с коммуникациями, принятием решений легких, да, здесь есть возможность поддержки, ясности ситуации, такой чистоты помыслов и так далее. Давайте теперь посмотрим, что ждет в отношениях раков. Выпадает карта для тех, кто в паре, девятка жезлов. Карта говорит о том, что может быть много препятствий к общению, может быть, один из партнеров проявляет больше заботы о другом, чем как бы второй партнер. Дело в том, что здесь действительно может быть какая-то проблема назрела, какие-то вопросы скопились, которые долгое время не решались, и вот сейчас по девятке приходит время их решать. Может быть, конечно, и проблема по этой карте, да, может быть, страхи какие-то у одного из партнеров, может быть, нежелание идти на контакт, нежелание разговаривать, вообще как-то решать эту ситуацию. Но все-таки, вот как рекомендация, можно действительно вот на этой неделе закончить все проблемы, потому что девятка – это уже окончание цикла, да, уже мы выходим на новый уровень. И здесь действительно есть возможность уже наконец-то выйти за рамки вот существующих каких-то отношений, понять как-то по-новому своего партнера, дать ему возможность развиваться, расти. Может быть, здесь будет решаться вопрос какой-то поездки, командировки. Да? Один партнер, допустим, должен это сделать, а второй, может быть, не хочет
ну, как-то, чтобы свобода вот такая появилась у другого партнера, да, может быть, сдерживает его развитие, сдерживает его попытки что-то поменять в своей жизни. Кроме того, здесь может быть еще и такое вот вмешательство людей извне в вашу ситуацию. Допустим, вы вдвоем не можете решить какой-то вопрос, и действительно вам может какой-то мудрый человек в этом помочь, и ситуация разрешится. Также карта говорит о том, что могут возникать очень интересные ситуации, спонтанные, которые будут вам на счастье, на удачу. То есть, допустим, были какие-то сложности, да, и вдруг ни с того ни с сего появилась какая-то возможность решить их, да, может быть, допустим, появился новый человек в окружении, да, и вы как-то переключились с выяснения отношений, допустим, да, на какие-то приятные чувства. То есть, ну, здесь вот могут быть перемены самые такие резкие, да, которые вот именно на благо. Вообще вот эта карта, она связана с влиянием словом, да, то есть вот можно вполне либо прислушаться к какому-то совету и использовать его в отношениях, либо поговорить вам между собой для того, чтобы все разрешить. Вот действительно на этой неделе ваш партнер может вас услышать. Самое главное, не допускать излишней горячности, с уважением относиться и так далее. Теперь для тех раков, которые ищут партнера, выпадает карта пятерка чаш, и она говорит о том, что вы зациклились на том, что у вас не получалось, допустим, встретить партнера до этого времени. Скорее всего, у вас страх, что так и будет продолжаться всю жизнь. Может быть, у вас за спиной уже отношения были какие-то планы, но все не реализовалось. Из-за этого у вас страхи, вам кажется, что это уже никогда и не придет в вашу жизнь. Вам кажется, что вы уже столько раз пробовали, что уже как бы у вас просто сил не хватает на то, чтобы начинать еще какие-то отношения снова. То есть вы, в принципе, как бы уже не верите даже в то, что ваши отношения, ну, для вас отношения возможны. Но карта, вот пятерка, это всегда карта перемен, карта перехода. Она говорит о том, что энергии вот поменялись, вот в вашей судьбе что-то поменялось. Вам уже как бы не нужно оплакивать то, что у вас было, да, потому что у вас скоро начинается совершенно новый период. И будут у вас еще и прочные отношения, и, скорее всего, на новом уровне совершенно отношения. Скорее всего, вы многое поняли из того, что было, и теперь вы совсем по-другому будете относиться и к партнеру, и к семье, и вообще даже к себе, да. То есть вот сейчас такой переходный момент, когда нужно это осознать, нужно понять, что жизнь идет, люди меняются, вы меняетесь, и естественно, что и люди, которые вам встречаются, они тоже совсем другие уже. То есть подобное притягивает подобное. Посмотрим, что у раков будет на этой неделе в работе. Очень хорошие возможности открываются. Для тех, кто имеет работу, здесь выпадает у нас туз чаш. Это какой-то такой источник энергии у вас появляется. Вам хочется работать, вам хочется что-то новое делать вот в вашей деятельности. Может быть, вам доверят какой-то новый проект, очень, ну, в общем, дело, которое вам очень нравится. И вы можете, в принципе, очень, как бы так, энергично, да, включиться в эту работу. Кроме того, у вас на этой неделе обещает как бы быть изобилие еще во всем. То есть это не только радость по поводу той деятельности, чем вы занимаетесь, но еще здесь и возможность получить хорошие денежки, да, возможность получить какую-то прибыль. И вы можете что-то такое приятное сделать своим близким благодаря тому, что вот вы заработаете на этой неделе. У вас действительно открывается какая-то перспектива. Может быть, вы
допустим, чему-то научились и начинаете реализовывать сейчас вот этот новый навык в своей профессии. И карта говорит о том, что здесь очень хорошие перспективы. Это может быть надолго, это может вам нравиться на протяжении вот всего времени, сколько вы будете этим заниматься. Ваши вот эти способности будут приняты другими людьми, клиентами, в коллективе, начальством. В общем, здесь вы действительно начинаете вот какой-то очень важный этап в своей деятельности. Этап, который вас будет радовать. То есть мы всегда стремимся к работе, которая бы и работой это не называлось. То есть мы, может, даже не устаем на такой работе, мы не чувствуем, как у нас время пролетает, когда мы любимым делом занимаемся. Вот именно такое у вас будет начало на вот этой неделе. Либо что-то у вас уже дошло до автоматизма, вот новый какой-то навык, и вы уже будете это делать легко, с радостью и с прибылью в будущем. Для тех, кто ищет работу, выпадает старший аркан «Мир». Ну и, конечно же, карта говорит о том, что перед вами весь мир открыт. Это карта старшего аркана. Вы заслужили на этой неделе действительно какое-то очень важное предложение, продвижение. Здесь вот ситуация закручивается таким образом, что к вам приходит удача. Действительно, может человек попадется на пути вам, который вам поможет продвинуться, выйти на новый уровень, совершенно новый в вашей профессии. Вы можете получить такую работу, которая полностью отвечает вашему призванию. То есть лучше желать нельзя. Естественно, что здесь будет выход, возможно, за границы собственные. Да? То есть если, допустим, раньше была деятельность как бы в коллективе, то теперь, допустим, вы можете руководящую должность занять. Или, допустим, раньше вы работали только в пределах своей организации, теперь, может быть, будете с разными организациями. Или за пределы города, или за пределы страны можете выйти. То есть здесь действительно очень много возможностей есть для вот совершенно нового для вас дела. Действительно, вы будете очень рады. Вот посмотрите, как ракам здесь везет, и тем, кто уже работает, и тем, кто начинает только, вот ищет свою работу. Для тех, кто занимается своим делом, тоже новый уровень, 5 жезлов. Вы стараетесь как-то результаты, вот те, которые вы получили ранее, удержать, как-то, может быть, даже выше подняться вот над тем уровнем, который уже у вас есть. Это может и финансов касаться, это может быть новых клиентов, это может касаться даже вас самих. То есть вы, допустим, все время какие-то новые в себе возможности открываете и вот утверждаетесь каждый раз вот в новом качестве. Может и такое быть. Вообще вот эта карта, конечно, конкуренции, которая нас стимулирует. То есть, если бы не было такой конкуренции, мы бы не росли вот так быстро. И вот карта говорит о том, что у вас действительно есть возможность себя даже самого увидеть с новой стороны, потому что действительно какие-то тут новые достижения у вас будут благодаря вот обстоятельствам, благодаря людям, которые будут вмешиваться в вашу жизнь. И с одной стороны вас это, может быть, будет огорчать или даже злить, но с другой стороны вы будете очень быстро расти, то есть это вам все равно на благо. Вообще жезлы это энергия движения, да, то есть, значит, будете двигаться, будете расти, будете учиться чему-то новому. И, конечно, здесь у нас 2 человека изображены на карте. Это значит, что все-таки лучше вам работать с кем-то вместе, в паре. Может быть, это будут и отдельные совершенно проекты, да, но, может быть, просто вот продвижение каждого из вас, оно будет стимулировать вас, да, вот один будет помогать другому. Давайте теперь посмотрим, что будет в финансах у раков. 10 жезлов здесь выпадает, опять жезлы, да. Жезлы – это у нас движение, рост, значит, и в финансах тоже намечается рост. Кроме того, 10 – это результат. То есть
то, что мы делали ранее, начинает давать результаты. Может быть, конечно, нам сейчас и нелегко приходится, может приходится сразу по нескольким направлениям действовать, но отовсюду приходит денежка, да, какая-то, хоть небольшая, и в общем получается довольно-таки неплохо. Посмотрите, тут вот корзины полные получаются, да, вот у людей на картинке. И есть возможность роста еще, то есть есть возможность увеличивать доходы. Возможно, у вас есть цель какая-то желанная. Вот на этой карте, допустим, недвижимость, да, изображена. Для кого-то это будет там еще что-то, да, там образование, поездка, может быть, за границу или еще какие-то средства вы можете вот скапливать, откладывать, да, на какую-то свою мечту. И вот действительно у вас есть возможность в ближайшее время вот увеличить свои доходы и как бы начать приближаться к своей мечте вот в финансовом плане. Кроме того, здесь вот у вас может заканчиваться энергия, да, может быть, вы устали заниматься чем-то одним, и вам уже хочется добавить что-то новое, чтобы вам было интереснее зарабатывать, интереснее было жить, скажем так, да, потому что все, чем бы мы ни занимались, это все равно наша жизнь, и поэтому мы стараемся всегда ее обновлять. В отношениях мы хотим, чтобы было все время что-то новое, свежее, там, в работе, в финансах, и вот карта говорит о том, что уже как бы на последнем дыхании мы находимся, может быть, это не так тяжело, как надоело, да, хочется уже чего-то нового. Так что здесь вот есть такое желание какой-то новый источник дохода открыть для себя. Посмотрим совет для раков на эту неделю из цыганского оракула. Выпадает карта священник. Совет такой на неделю для раков. Нужно обязательно решать какие-то важные вопросы. Вот если, допустим, были вопросы в отношениях, были вопросы в работе или в финансах, вот нужно обязательно все вывести на чистую воду, да, все нужно обязательно разузнать, распознать, в общем, чтобы не оставалось никаких тайн, чтобы не оставалось никаких вопросов нерешенных на этой неделе. Также карта говорит о том, что нужно обязательно будет проанализировать какие-то важные события, важные какие-то, может быть, важные бумаги, да, вот, которые вы подписывали. То есть что-то у вас здесь с прошлым связано. Нужно подумать обо всем, что вот у вас осталось в памяти негативного, да, нужно будет все это пересмотреть. И если, допустим, нужно какие-то уроки взять из этого прошлого, нужно их взять, а остальное просто отметать от себя. То есть не нужно держать в памяти негатив, чтобы он не мешал вам продвигаться дальше. У вас здесь вообще как бы неделя таких перемен, и любой негатив, он будет вас сдерживать, мешать видеть какие-то новые возможности. Да и вообще даже возможности могут не приходить из-за того, что у нас внутри на сердце какая-то тяжесть. А также могут быть решены вопросы, связанные с недвижимостью. Могут быть решены вопросы, которые касаются каких-то вот высоких целей, может быть, долгосрочных целей, какой-то безопасности вопросы, тоже вот как совет, да, нужно обязательно обращать на это внимание. Также карта говорит о том, что обращайтесь к мудрым людям, обращайтесь к советникам по финансам, по вопросам деятельности, по вопросам семейным. То есть здесь вот действительно нужна будет помощь мудрого человека, для того, чтобы вот все прошло как можно лучше, да, то есть всеми возможностями воспользоваться, чтобы решить все вопросы правильно. Неплохо было бы вот либо 100 раз подумать, прежде чем сделать какой-то выбор, да, либо обратиться за советом к мудрому человеку. Друзья, прекрасной недели вам желаю, чтобы все возможности реализовались, чтобы у вас действительно неделя была такой поворотной к счастью, к радости, к любви. Всего вам доброго, до новых встреч!